оказание консультативной, методической и информационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям. Отрадно отметить, что именно это мероприятие вошло в топ-5 лучших социальных проектов среди регионов России февраля текущего года. В этом году гражданские выходные успешно проведены в 10 районах республики, в том числе в Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Мирнинском, Усть-Алданском, Кобяйском, Ангинском и Мегино-Кангаласском улусах. Всего в этом году мероприятиями гражданских выходных было запланировано охватить менее 20 муниципальных районов, но, как вы все знаете, в связи с эпидемиологической обстановкой все массовые мероприятия были приостановлены, и наше министерство, учитывая актуальность наших семинаров, до снятия ограничительных мер, мы решили проводить гражданские выходные в онлайн-режиме. В Республике Саха-Якутия в 2020 году количество некоммерческих организаций составило 2203. Из них социально ориентированных некоммерческих организаций 1758, территориальных общественных самоуправлений 22. Как на территории нашей республики, так и в целом в Российской Федерации огромное внимание уделяется развитию институтов гражданского общества. На федеральном уровне существует множество грантовых конкурсов, предоставляющих материальную поддержку некоммерческим организациям. В этом году в связи с пандемией коронавируса в целях устойчивого развития экономики нашей страны разработано множество мер поддержки отраслей экономики, которые пострадали ввиду вынужденного принятия ограничительных мер, так для некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, для получения мер поддержки от государства, составленного Минэкономразвития Российской Федерации. Включены такие меры, как: первое, продление сроков по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды налогов; второе, освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организации в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 года. И третье – это предоставление субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых социально ориентированным некоммерческим организациям, и другие меры. Кроме того, в июне 2020 года президентом Российской Федерации был объявлен специальный конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, где наши СОНКО республики приняли активное участие. И 4 организации удостоились спецконкурса со значимым для республики проектами. Как были показаны на видеоролике, сейчас видеоролик покажут, развитие институтов гражданского общества в Дальнем Востоке сегодня является драйвером, локомотивом. Сегодня Министерство развития Дальнего Востока отметило наш опыт. Мы впервые в этом году провели грант главы Республики Саха-Якутия. Министерством развития Дальнего Востока был представлен для субъектов Дальневосточного федерального округа как лучшая практика. Это очень хороший результат. Также сегодня по итогам рейтинга 2019 года наши социально ориентированные некоммерческие организации стали лучшими. Мы вошли в топ-10 лучших лидеров регионов и заняли достойное 9-е место. В
Как я отметил, в этом году мы впервые провели грант главы Республики Саха-Якутия. Мы сегодня для некоммерческим организациям провели конкурс на общую сумму 56 миллионов 800 тысяч рублей. Очень отрадно, что наши некоммерческие организации сегодня очень активные. Я вот это все всегда везде подчеркиваю, что наши социально ориентированные некоммерческие организации самые активные патриоты своей республики. И это доказательство, что на первый конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия было подано 236 проектов по 16 направлениям. Всего было поддержано проектов 43 проекта. Мы полностью грант главы Республики Саха-Якутия сделали по аналогии фонда президентских грантов. Почему мы так сделали? Потому что наш грант был доступен всем нашим некоммерческим организациям и, самое главное, была самым открытым и прозрачным. Также мы в этом году открыли наш единый ресурсный центр, который сегодня возглавляет наша уважаемая Ольга Анатольевна Вешникова, которую вы ее знаете. Всегда она всем помогает нашим некоммерческим организациям. Почему мы объединили единый ресурсный центр? Да? Потому что именно по консультации, по методике, и чтобы наши некоммерческие организации правильно писали свои проекты, для этого мы именно вот создали единый ресурсный центр. И это нам дало первые большие результаты. Вот наша совместная работа со всеми нашими социально ориентированными некоммерческими организациями, нашими ресурсными центрами. Вот, как ранее я отметил, мы лидирующих позициях по Дальнему Востоку и по всей стране, Ну, дорогие друзья, сегодня на гражданские выходные будут участвовать все заинтересованные лица. Мы пригласили, ну, конечно, наш единый ресурсный центр. Ольга Анатольевна сегодня расскажет вам в течение этих 2 дней. У нее вот команда очень опытная, профессионалы своего дела. И сегодня они расскажут, как дальше участвовать на президентские гранты и на гранты главы Республики Саха-Якутия. Ну, не только на эти гранты, да, но и есть другие гранты, как грант Тимченко, грант Потанина, гранты фонда Гордеева есть, и есть гранты Росмолодежи. Также сегодня примут участие представители Министерства юстиции. Да? Мы с Министерством юстиции подписали соглашение о том, что везде, когда мы будем проводить наши гражданские выходные, они везде будут участвовать, они будут помогать именно насчет регистрации. Сегодня будут участвовать еще наши ресурсные центры, как АКФА, насчет отчетности и так далее. Вот поэтому, дорогие друзья, сегодня у нас собрались те люди, которые вот полностью интересуются пропагандой и развитием Института гражданского общества. Мы сегодня еще пригласили наших дорогих экспертов. К нам присоединится Жанна Котова. Они тоже профессионалы своего дела. Они сегодня по всей стране помогают всем некоммерческим организациям, чтобы развивался институт гражданского общества. Дорогие друзья,
еще раз всех очень рад поприветствовать. И я думаю, что эти дни вам останутся, будет очень эффективная работа, плодотворная работа. И самое главное, по вашим проблемам возникшим, да, по вашим вопросам, я думаю, наши эксперты, наши дорогие руководители, представители ведомств постараются ответить на ваши все вопросы. Всем успехов, плодотворной работы. И самое главное сегодня, самый актуальный вопрос – это наше здоровье. Берегите себя и ваших близких. Спасибо. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны, гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности делают нас единым народом. Что такое проекты? Зачем они нужны? Это то, что потом поможет людям. Это будут проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, в сфере экологии. То есть все это потом будет уже реализовываться в районах республики. И мы надеемся, что таких проектов будет, конечно, больше. Для дальнейшей поддержки общественной активности якутян я принял решение об учреждении грантов Илдархана. Что в Якутии запустился конкурс свой, региональный, но очень похожий на конкурс фонда президентских грантов. Вы одни из первых в стране, кто это делает. Мы готовы на вас равняться. Я верю, что в скором времени все на Дальнем Востоке будут делать так же, как вы. Равняемся на Якутию. Поздравляю вас! Презентация. Пока запускается презентация, рада приветствовать Светлану Куприяновну. У нас в гостях из Владивостока, Приморский край, генеральный директор автономной некоммерческой организации развития. Это наш ресурсный центр для всего Дальнего Востока. Спасибо, что прилетели, несмотря ни на что. Да, спасибо, что пригласили. За активную жизненную позицию, добросовестный труд, за личный вклад в развитие гражданского общества Республики Саха-Якутия благодарственным письмом Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия награждаются Слепцова Наталья Владимировна, глава муниципального образования Сартанский наслед Верхоянского района Республики Саха-Якутия. Слепцов Степан Степанович,
председатель местной общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ибулден Эвено-Батантайского национального улуса Республики Саха-Якутия. Захарова Юлия Степановна, логопед детского сада Аранчикан села Жиганск, муниципального района Жиганский национальный эвенкийский район Республики Саха-Якутия. Бандрова Матрена Александровна, председатель детской общественной организации духовного и нравственного развития личности Халыма Тускула «Светлое будущее Колымы» Среднеколымского улуса Республики Саха-Якутия. Гуков Александр Юрьевич, председатель местной общественной организации по защите окружающей среды Горностай Булунского улуса Республики Саха-Якутия. Ну что, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия «Гражданские выходные. Арктика. Территория жизни». Мы рады вас приветствовать уже в нашем открытом пространстве Единого ресурсного центра. Сейчас мы запустим презентацию. Так. И мне бы хотелось сказать, что наша цель сегодняшнего мероприятия – это, конечно, развитие арктических территорий, улучшение качества жизни, достижение устойчивого развития, развитие некоммерческого сектора и гражданских инициатив. Ну, в первую очередь я бы хотела выразить слова благодарности Степану Анатольевичу за очень красочную и эмоциональную характеристику нашему центру. Да, действительно, наши стратегические партнеры – это Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям и это целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия. И что хотелось бы сказать… Так, крутится? А что хотелось бы сказать, что вообще история создания нашего центра, она уникальна, потому что на базе фонда «Семья для ребенка» в этом году, нам еще нету года, был создан единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив путем объединения ресурсов фонда «Семья для ребенка» и целевого фонда будущих поколений. И наш центр оказывает различный спектр услуг. И я бы сказала так, что в этом году во время пандемии у нас увеличились услуги путем предоставления платформы Zoom, организации онлайн-вебинаров и различных тренингов, семинаров. Вы можете обращаться к нам, и мы покажем вам все наши контакты за экспертными услугами по регистрации НКО, по разработке социальных проектов. Но также я бы хотела отметить, что наш центр уникален тем, что мы разрабатываем социальные технологии. И не только разрабатываем, но и внедряем в жизнь. И у нас был опыт пилотной такой технологии сопровождения граждан в трудной жизненной ситуации на территории Намского улуса Мадутского наслега, которая сейчас внедряется в Оленёкском районе, Намском и горных районах республики. Мы проводим аналитику и исследование потенциала гражданского общества, и арктические районы знают, мы их немного замучили с нашими анкетами, но очень, мне кажется, новое, и Светлана Куприяновна заметила, и не только Дальний Восток, и Россия отметила, что в Якутии появились конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия по аналогии с фондом президентских грантов. И вот здесь указан портал, принцип единого окна, один портал, один пул экспертов. Администрирование проводили эксперты единого ресурсного центра. И я думаю, что мы продолжим наши взаимоотношения, наши усилия в целях развития некоммерческого сектора. Что касается гражданских выходных, это мероприятие нам, можно сказать, нас смотивировало на это Жанна Котова, которая сегодня тоже выйдет в эфир.
И наш центр специализируется, я бы хотела отметить, именно на поддержке арктических районов. И кроме сегодняшнего мероприятия мы успели выехать и провести офлайн, значит, наши выездные гражданские выходные в Оленёкском, в Анабарском и Устьянском районах. Я думаю, что результат количественный и качественный вы увидите сейчас, я вам это докажу. И что хотелось бы отметить, что развитие некоммерческого сектора невозможно без взаимодействия власти, общества и бизнеса. На территории Арктики приходит и развивается крупномасштабно крупные природопользователи. И как пример, наш фонд «Семья для ребенка» сотрудничал с Алмаз-Эргиенбанком, и у нас в этом году родился конкурс благотворительных и социальных проектов. Администрирование взяли на себя мы, и сейчас идет утверждение бюджета на следующий год нашего национального банка Алмаз-Эргиенбанк, и я думаю, что будет увеличение суммы. В конкурсе принимают участие корпоративные волонтеры и некоммерческие организации. Я знаю, что банка на территории филиалов нет, на территории арктических, но можно использовать по аналогии такую технологию с бизнесом. И вот что нам дает исследование потенциала гражданского общества. Всего в республике зарегистрировано 2247 некоммерческих организаций, и вы видите сейчас срез на слайде по ОУСам во всех 13 арктических районах. Я надеюсь, что мы с вами совместными усилиями приведем к тому, что у нас станет больше, мы будем эффективнее, мы будем более профессиональны. И смотрите, в 2017 году количество некоммерческих организаций в арктических районах составляло менее 10%. А сейчас у нас уже есть уверенные 10, и я думаю, что у нас еще все впереди. Город Якутск, конечно, лидирующую позицию занимает. По организационно-правовым формам мы видим, что в республике просто 38%, самый большой процент занимает общины коренных малочисленных народов Севера, родовые общины. Хочу отметить, что ТОСов у нас всего 26 территориальные общественные самоуправления, в арктических районах только 2 ТОСа. Но я бы хотела отметить, что у нас в республике и для наших уважаемых экспертов, которые сегодня присутствуют, есть такая уникальная, исторически сложившееся национально-культурное коллективное объединение, которое звучит как ТОЛЬБЕ. И мне кажется, назрела необходимость, мы это обсуждали с главами, с заместителями глав арктических районов, что именно в Арктике необходимо проводить конкурсы по поддержке физических граждан и ТОЛЬБЕ. И давайте посмотрим участие некоммерческих организаций Арктики в конкурсах фонда президентских грантов за 4 года. И там, где мы видим ноли, это не значит, что там нет проектов. Это говорит о том, что у нас медленный трафик, что нам недостаточно ресурсов для того, чтобы выходить в онлайн участие в конкурсах, к сожалению. А дальше проекты победителей конкурса фонда президентских грантов видим, представлено 4, пока 4 района. Я надеюсь, что тоже нас будет больше и суммы тоже увеличатся, потому что я считаю, что гранты и субсидии – это инвестиции, которые мы привлекаем на территорию района. Это очень важно. Участие НКО в конкурсе «Гранты главы» в этом году. Давайте мы с вами подготовимся, доработаем проекты. Давайте мы подключим наших представителей в городе Якутске, чтобы они помогали вбивать проекты в онлайн на портал, который разработан, и примем участие в новом конкурсе, который, наверное, может быть, Степан Анатольевич меня поправит, будет прямо в самом начале 2021 года. Проекты победителей грантов главы. Мы видим 2 проекта из Жиганского района и Нижнеколымский район. Да, и давайте посмотрим привлеченные средства арктическими некоммерческими организациями, гранты, субсидии. Посмотрите, у нас есть динамика. Было некое затишье в 2018 году, но я думаю, при поддержке ресурсных центров и методическая, образовательная, консультационная помощь, да, выезды ресурсных центров, различные мероприятия, в том числе Министерство по делам молодежи,
дает нам вот такой результат в виде финансовых инвестиций. Это наши результаты, нам еще нет 9 месяцев, но уже есть к чему стремиться. Я думаю, что количество у нас плавно переходит в качество. Хочу сказать буквально в 2 словах, что есть 2 реестра сейчас на данный момент. И я бы очень хотела, пока в этих реестрах не присутствует ни одной организации из арктических районов. Существует реестр поставщиков социальных услуг, это так называемые социальные предприниматели, и СОНКО, которые оказывают услуги в сфере социального обслуживания, Минтруда у нас его ведет. Посмотрите, сколько уже организаций. Это частные дома престарелых, это центры, реабилитационные центры для алко-наркозависимых, это центры поддержки семей с детьми в трудной жизненной ситуации. И есть реестр, который ведет Управление Минюста РФ по Республике Саха-Якутия, реестр исполнителей общественно полезных услуг. Там 13 организаций в данный момент. И у нас есть такой бонус, у кого есть этот статус, а это рейтинг. Друзья, я очень хочу вас призвать к тому, что мы пока не видим мер поддержки для ИОПУ так называемых, но это рейтинг, и 5 баллов по условиям конкурса грантов главы Республики Саха-Якутия дается той организации, которой этот знак имеет. Пока Арктики там нет, но я уверена, что будет, потому что есть достойные некоммерческие организации. И у нас было поручение в феврале этого года от председателя правительства господина Солодова, который сейчас стал губернатором Камчатки. Он Единому ресурсному центру дал поручение в обязательном порядке в этом году разработать интерактивную карту гражданских инициатив. Нас поддержал целевой фонд будущих поколений, и эксперты разработали, вот вам пример привлечения ресурсов, фандрайзинг, проектирование, успешное проектирование. Мы отправили проект в благотворительный фонд Владимира Потанина, а послезавтра, уважаемые друзья, коллеги, присоединяйтесь к семинару, который будет организован Министерством по делам молодежи. Привлекли в республику около 1 миллиона рублей, и в декабре мы торжественно перережем виртуально ленточку и откроем интерактивную карту гражданских инициатив. И самое главное, те проекты, которые прозвучат у нас завтра на ярмарке социальных проектов, они в обязательном порядке появятся на этой карте. Я прошу некоммерческие организации к нам отправлять карточку своих некоммерческих организаций, своих проектов, активностей, но также только активные граждане, социальные предприниматели, мы все ваши проекты обязательно разместим на нашей карте. И вот те вызовы, которые мы сегодня, буквально вчера вечером определили, это результаты анкетирования, которые мы проводили. Последний пункт был ваши предложения. Очень грамотные предложения к нам прилетели от населения и от НКО арктических районов. Необходимо создание сети муниципальных ресурсных центров и волонтерских центров. Именно сеть, и именно нужна поддержка, нужна инфраструктура поддержки таких центров. Развитие инфраструктуры поддержки НКО. Нужны коворкинг-центры, где бы встречались и могли работать и выходить в интернет из администрации, заполнять свои проекты некоммерческие организации. Необходим грантовый конкурс для физических лиц. И сегодня у нас будет выступать эксперт, который активно уже запустил этот конкурс на своей территории. Необходимо развитие и поддержка социального предпринимательства. Необходимо внедрять уникальные социальные услуги, услуги в социальной сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры. Необходимо развитие корпоративной социальной ответственности бизнеса и корпоративное волонтерство. Это мощный человеческий и финансовый ресурс. Но также были предложения налоговых льгот для общественников и даже в пенсионные различные нормы. Это тоже достаточно интересно, но я бы хотела все-таки, чтобы развивалось у нас проектирование и привлекались финансовые и социальные инвестиции в Арктику. Это наши координаты, вы всегда можете обращаться к нам. Мы расположены в общественном центре на 7-м этаже. Пишите, звоните, мы всегда ответим. Спасибо за внимание. И сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово главе муниципального района Булунский Улус Кудряшову Игорю Владиславовичу.
Звук надо включить. Звук выключен. У вас отключен звук. Все, включаю. Включили, да? Слышно? Да. Еще раз, Ольга Анатольевна, всех поздравляем с данным мероприятием. Раз нам не хватает методической поддержки, очень рады на этой площадке приобрести новые знания. Ну и вот в продолжении к вашему разговору насчет цифровизации какой-то, как бы с такой точки, которая не дает развиваться, значит, нам в цифровой среде, это как раз-таки интернет. Вы задели этот вопрос, и что вот надо создавать коворкинг-центр и так далее. Вот хотели бы презентовать наш проект, который сейчас существует, и как мы смогли при спутниковом интернете этот момент обойти и улучшить. И вот повышение качества жизни населения является важнейшей частью нашей жизни, которая находит свое отражение во всех стратегических документах. Вот цель нашего проекта – предоставить доступ населения к современным сервисам при отсутствии широкополосного интернета со скоростью оптоволоконной сети и включить район в процессе цифровой трансформации, в том числе в части активизации местных сообществ. И, казалось бы, это неразрешимые проблемы, мы ее решили, сейчас на следующих слайдах будет понятно. Проект реализуется путем создания локальной оптоволоконной сети с закрытыми файлообменными системами, то есть внутри, не касаясь интернета. Финансовые механизмы реализации данного проекта, это у нас МЧП получилось, и проект реализован за счет средств частных инвестиций, то есть район, в принципе, деньги не тратили. Вот на этом слайде, который сейчас стоит, видите, что у нас перспектива есть, когда-то по Северно-морскому пути пройдет кабель, дай бог, через 3 года. Но дело в том, что если в поселок Тикси зайдет, то на слега нашего района он все равно волокно придет не скоро. Этот проект позволяет обойтись без оптоволоконной связи. Вот, кроме снижения финансовой нагрузки на семью, мы создаем доступ к современным сервисам, доступ к государственным и муниципальным услугам, доступ населения к сервисам интернет, образовательным, развлекательным сервисам в условиях Восточной Арктики. В области развития гражданских инициатив и роста активности местных сообществ будут доступны новые технологии в наших суровых условиях. К примеру, быстрое проведение интерактивных опросов, которые мы сейчас делаем здесь внутри локальной сети. Значит, онлайн заявки на проекты, доступ к видеообучению, в том числе к нашему сегодняшнему мероприятию. Мы сейчас как раз таки работаем, у нас еще 2 видеоконференции идут, и интернет справляется. В рамках единого информационного портала реализована функция размещения информации, новостей, методических материалов как раз внутри семьи. Вот это, на этом слайде мы показали, как мы связь Арктический район снизу перераспределение до 80% трафика внутренней сети. То есть мы сделали опрос населения, что у нас интересует, и поняли, что в принципе 80% трафика, которым мы пользуемся интернетом, у нас можно его локализовать и внутри размещать. И все зависит от потребностей населения. Вот в том числе то, что вы методические рекомендации нам присылали, Ольга Анатольевна, мы их разместили в внутренние локальные сети, люди мгновенно туда заходят, не тратят при этом трафика и быстро его распространяют. В ближайшее время мы начинаем раздел общественных организаций в части создания по управлению, написания, защитных проектов, обучающихся курсов. В рамках реализации проекта формируется образовательная онлайн-среда совместно с Высшей школой инноваций нашей республики. Это качественный образовательный процесс становится доступным через локальную сеть. То есть мы загружаем какой-то курс на наш внутренний сервис, а школа ШИМ дает допуск на него уже чисто пароль. Мы сами здесь администраторы, у нас не хватает наших прав зайти на эти курсы, но в то же время школа ШИМ предоставляет
отдельному клиенту предоставление на эти курсы. И получается, человек не заходит в интернет, а заходит внутрь локальной сети, а это бесплатно происходит. И, соответственно, у нас снижается финансовая нагрузка как на организацию, так и на население. Ну и, соответственно, это очень удобно учиться, это не надо мучиться и так далее. Развитие местных сообществ зависит не только от желания, но и от возможности повышать свои компетенции, учиться механизмам самореализации, защиты инициатив. Верю, что реализация такого проекта, как создание локальной сети, обмен практиками, методическими рекомендациями станет той необходимой точкой роста, которая важна в условиях арктического муниципалитета. Все не понаслышке знают о стоимости интернета и качестве связи и логистики. Внедрение локальной сети нам позволит снизить пользование нашими сервисами в 4 раза. Но вот сейчас у нас стоимость получается 2000 рублей в месяц, это когда мы сидим на спутнике. Также мы подключили еще поселок Тикси-3, это 8 километров, и поселок Быковский на расстоянии 42 километра. У нас вот общая сеть уже как бы в 3 поселках существует. Мы между с ними проводим уже видеоконференции. Внутри этой сети мы проводим там онлайн-обучение и при этом абсолютно не тратим трафик. Жители нашего района пользуются современными сервисами, при этом дешевле действующего спутникового канала. С помощью нашего проекта мы, кроме того, преодолеваем существующие инфраструктурные барьеры и создаем целостную экосистему. Любая инициатива может быть отражена в локальном портале, ее можно поддержать, провести экспертизу, оценить масштаб поддержки, идеи населения и усовершенствовать ее. Проект по цифровизации «Единый Булон» отмечен как пилотная практика на уровне Республики Якутия, вошел в ряд стратегических документов, освещает средства массовой информации на районном, республиканском и федеральном уровне. Отмечен на площадке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и проектного офиса развития Арктики ФОРа по включению приложений по развитию Арктики на период до 1935 года. Технология реализуется за счет локализации контента на внутреннем сервере района, который передает жителям через оптоволокно. При этом спутниковая система не задействована. Обновление через спутник происходит в ночное время, когда у нас свободный трафик. Мы, по сути, создаем технологии, которые становятся опорной точкой для реализации любых социальных проектов, гражданских инициатив. Мы создаем ту необходимую экосистему, наполненную информацией от ведущих экспертов для повышения самореализации населения через все доступные механизмы. То есть вот цифровое неравенство мы исключаем вот в районе Арктики. Благодарю за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Игорь Владиславович. К сожалению, мы не смогли прилететь к вам, планировали, но я думаю, что в следующем году обязательно получится, и не только к вам. Это уникально, когда есть локальная сеть, когда мы... Неравенство – это всегда очень плохо. Наша задача, чтобы наш некоммерческий сектор имел свободный доступ выхода в интернет, потому что сегодня такие реалии, что мы не можем, к сожалению, общаться по-другому, только онлайн. Я с удовольствием предоставляю слово заместителю главы муниципального района Верхоянский УЛУС Осипову Михаилу Игнатьевичу. Михаил Игнатьевич, вы здесь? Так, пока подключается. Да, подключился. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, во-первых, разрешите поблагодарить за организацию такого мероприятия. Сегодняшнее мероприятие – это отличный способ проверить, в правильном ли направлении движемся мы. И все-таки в основе любого развития всегда лежат социально ориентированные модели. Мы в этом году приняли участие через детский центр. 2 некоммерческие организации приняли участие в конкурсах, и из них некоммерческая организация Джани Кескеля выиграла в 2020 году грант президента по проекту «Спутник. Путь повышения качества
экологическое образование в сумме 499 тысяч рублей. Михаил Игнатьевич, вы с нами? Что-то вас не слышно. Удивляюсь. Почему так? Каждый раз так. Одно и то же. Мы сейчас вас слышим. Почему? Работает, да? Работает, мы вас слышим. Извиняюсь, я здесь на администратора некоторых групп обратился. Ну, мы хотим сказать, что два проекта были представлены с района. Ну, один прошел, второй сартанский проект, вот Наталья Владимировна, не прошел. Но у нас сделали мы повторную заявку, и на следующий год мы выйдем с 4 проектами в конкурсе грантов главы республики. Так, ну, хочется сказать, каждый район, каждый УВС имеет свое направление. Мы преуспели в таком направлении, как работа недропользователями, которые работают в нашем районе. Первое – это самые крупные предприятия, организации, это подразделение публичного акционерного общества «Полиметалл». Это в нашем Верхоянском районе они начали большую работу. И уже 3 года мы работаем с якутским филиалом компании «Полиметалл». И они в 2020 году, значит, совместно с администрацией района по инициативе главы Чирикова Гаврила Ильича мы претворяем в жизнь проекты, когда все наши представления конкурсным образом отбираются, это совместно с компанией «Полиметалл». И в этом году только в образовательной сфере мы провели 2 больших проекта, это с компанией «Полиметалл». Первый проект на сумму 1 800 000 рублей, это Верхоянская средняя школа. И второй проект на 1 950 000 рублей, это Батагайская средняя школа. И плюс ко всему этому мы должны сказать, что 25% этих проектов будет финансироваться с бюджета МО Верхоянский район. Это очень такая хорошая, значит, ну, наверное, все-таки мы выражаем огромную благодарность нашим товарищам, это с компании «Полиметалл» прогноз, руководителю якутского структурного подразделения Акамову Александру Витальевичу и непосредственно куратору всех социальных проектов компании, значит, Наталье Валерьевне Чупурновой. Ну, согласитесь, это очень такая большая. Вы сказали, что Потанин где-то меньше миллиона дает, а здесь компания, которая только начинает работать. Понимаете, вот такие деньги большие влаживают. И это только я назвал 2 проекта по образовательным системам. Кроме этого, по культуре и прочее, ну, всего в этом году прошли 6 проектов. И на это дело предусмотрены деньги. Ну, на 2021 год мы эти работы продолжим. Имеем такое направление. Ну, все-таки хочется сказать, что не непосредственно, как сказать, ну, работаем напрямую. И, значит, эти Верхоянская средняя школа и Батагайская средняя школа, крупнейшие наши школы, создадут у себя некоммерческую организацию. Вот. Начнем работать. Так что один из опытов, реальных опытов мы вам рассказали, а так пока особо хвастаться нечем. А по вашей линии мы, значит, получили в этом году через детский центр, значит, я сказал, что по проекту Джани Кескеля 499 000 рублей.
будем продолжать работать. И у нас есть очень большая, значит, надежда, что мы будем напрямую работать с ресурсным центром «Арктика» и с Министерством молодежи нашей республики. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Михаил Игнатьевич. Я бы сказала, что вам есть чем похвастать, потому что взаимодействие с бизнесом, это мы на своем опыте знаем, это непросто. Бизнес вначале проверяет, все считает, выверяет. И если мы действительно доказываем, что эти проекты актуальны, эффективны, и они нужны здесь и сейчас, только тогда бизнес выделяет средства на финансирование тех или иных проектов. Мы желаем вам удачи, развития в этом направлении, и нам еще была информация, что у вас планируется создание коворкинг-центра. И это тоже очень интересная такая технология встречи и развития гражданских инициатив. Спасибо, я приглашаю сейчас к микрофону. Спасибо большое вам. Да. Я надеюсь, что мы увидимся с вами. Приглашаю к микрофону главу муниципального района, Жиганский национальный Венкийский район, Мандарова Алексея Егоровича. Алло. Здравствуйте. Слышно, да? Слышно. Слышно? Слышно. Так, уважаемый Степан Анатольевич, Ольга Анатольевна, коллеги. Так, от имени администрации населения хочу поприветствовать вас, всех участников данного мероприятия с участием арктических районов. У нас в Жиганском районе 2011 года работает общественный совет, куда входят основные общественные организации нашего района. Кроме того, стоит отметить, что в районе есть 15 официально зарегистрированных СОО НКО. И за последние годы, 3 года, мы, значит, в общем, получили гранты президента России, республики и так далее. 8 общественных организаций. Так, в этот период особенно хочется отметить, когда идет пандемия, наших общественников, активистов волонтерского штаба Жиганского района. Среди них есть совсем молодые люди, пожилые люди, есть родители и лица среднего возраста. Это люди, которые по зову сердца готовы в трудную минуту подставить плечо и бескорыстно оказать посильную помощь ветеранам, одиноким инвалидам. Всего они без всяких раздумий помогают в доставке лекарств, продуктов питания, оплате коммунальных услуг и так далее. Волонтерством занимаются и наши трудовые коллективы. Сейчас многие из них без всякой огласки готовят и доставляют домашние блюда, заготовки для медицинского персонала в красной зоне нашего Жиганского центрального района больницы. За это мы очень благодарны. А также разрешите поблагодарить Министерство по делам молодежи, Единый ресурсный центр, Целевой фонд будущих поколений за поддержку и понимание по всем вопросам Арктики. Мы готовы работать и дальше. Для этого у нас возможности есть и соответствующие общественные организации. Доклад окончен. Завтра выступят наши общественники на второй день. Там будет работа непосредственная. Все у меня. Алексей Егорович, благодарю. Спасибо большое за вашу работу и за поддержку волонтерских некоммерческих организаций в Жиганском районе. Мы знаем, дружим, сотрудничаем и готовы дальше сопровождать. Надеемся, завтра все районы арктические, которые будут представлены, мы увидим, услышим ваши проекты. Не бойтесь, не будет серьезной и жесткой экспертизы, а будут комментарии экспертов, приглашенных. Сегодня мы с ними познакомимся для того, чтобы нам развивать и продвигать ваши проекты не только на территории района, на территории республики, но давайте мы будем с вами выходить за пределы территории и расширяться. Давайте.
Хорошо, хороший проект спасибо есть. Завтра большое. выступать. Спасибо большое. Я с удовольствием предоставляю слово заместителю главы муниципального района Среднеколымского УЛУСа Поповой Анне Петровне. Добрый день, уважаемая Ольга Анатольевна, участники, эксперты. В первую очередь хотелось бы тоже выразить благодарность за организацию такого хорошего мероприятия гражданских выходных в наших арктических районах. Все мы знаем, что деятельность некоммерческого сектора, конечно, играет большую роль в жизни населения, и, конечно, в Среднеколымском районе тоже большое внимание мы данному сектору уделяем. В настоящее время на территории нашего района сектор некоммерческих социально ориентированных организаций включает в себя около 20 общественников, то есть 20 общественных организаций. Большинство некоммерческих организаций, то есть все, да, почти, созданы для решения задач, которые в то же время стоят перед государственными и муниципальными структурами. Это задачи в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, охраны здоровья, защиты материнства и детства, культурного, духовного развития, пропаганды спорта и здорового образа жизни. В первую очередь в УЛУСе поддерживаются инициативы социально ориентированных некоммерческих организаций ветеранов и инвалидов, потому что, как они зарекомендовали себя как организации, имеющие большой опыт успешной реализации своих проектов, данные организации у нас принимают самое активное участие в решении актуальных задач, стоящих перед органами местного самоуправления в области социальных проблем граждан пожилого возраста и инвалидов. Так, например, общество инвалидов объединяет в своей организации более половины всех инвалидов района. Организация осуществляет комплекс мероприятий, направленный на трудовую, социокультурную адаптацию инвалидов и проведение спортивной реабилитации. Активную жизненную позицию занимает также ветеранское движение, это советы ветеранов муниципальных образований наших поселений. Поддержка общественных организаций ветеранских у нас осуществляется по отдельной УЛУСной программе. Развивается также сектор некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на формирование здорового образа жизни, поддержку молодежной политики, физической культуры и спорта. Например, в этом году мы завершаем по федеральной программе строительство многофункционального спортивного комплекса, которое, надо сказать, строится в основном благодаря как раз-таки нашим активным общественникам. Неоднократно они ставили данный вопрос на различных площадках. Негосударственные коммерческие организации выступают у нас источником многих социальных инноваций, вносят свой вклад в решение вопросов в УЛУСе, оказывают социальные услуги. Хотелось бы также отметить, что с 2018 года ежегодно мы проводим форум активных граждан в Среднеколымском УЛУСе, в который принимают участие все общественные организации района. В этом году, в 2020 году, мы очень хотели провести также форум всех колымских районов в нашем районе, но в связи вот с пандемией, конечно, наши планы пришлось немножко подкорректировать. Но, думаю, с коллегами соседних районов мы эту все-таки нашу задумку до конца доведем уже, наверное, в следующем году. Также хотела бы отметить, что у нас есть своя муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2019 году своим общественникам мы выделили денежные средства в объеме 450 тысяч рублей. А в этом нынешнем 2020 году этот объем средств составил 600 тысяч рублей из местного бюджета. Также в прошлом году, в 2019 году, две наши организации участвовали в конкурсе по предоставлению субсидий из госбюджета, вот, который проводило Министерство по делам молодежи и социальных коммуникаций. Это наш один проект по развитию бильярдного спорта, выиграл грант 104 тысячи рублей, и 1 миллион – это наше территориальное общественное самоуправление ТОС Кескиль Кангаласского второго наслега. Также мы сами проводим ежегодный конкурс на предоставление и распределение субсидий, как я вот говорила. На сегодняшний день можем с гордостью сказать, что в селе Эбях Кангаласского второго наслега уже у нас реализовано было 2 проекта. Один социальный проект по выявлению генеалогического древа и также по благоустройству территории Абярской средней школы, который в этом году исполнилось, справил свой юбилей.
Вот, ну, в принципе, такая вот работа у нас ведется, это если кратко так сказать, рассказать. На 2021-2022 год мы свою муниципальную программу уже подкорректировали, и вот то, о чем вначале мы говорили, мы тоже в свой план ввели, будем проводить конкурсные проекты уже не только среди зарегистрированных юридически общественных организациях, но и среди физических лиц, активных граждан и наших микрорайонов, которые работают в поселении, вот, ну, называемые ТЮРБе. И в конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия мы тоже участие принимаем, но в этом году мы не прошли данный конкурс, но работать в этом направлении будем. Хочу вас всех поблагодарить, пожелать успешной работы в эти дни, гражданских выходных. Завтра мои коллеги, наши общественные организации тоже примут участие во втором дне и представят 3 своих проекта. У меня все, спасибо. Спасибо большое, Анна Петровна. Очень приятно, что увеличиваются меры поддержки в Среднеколымском ОУСе. Мы знаем, что есть некоммерческая организация с таким названием, как Центр поддержки некоммерческих организаций и инициатив, то есть по факту ресурсный центр, я надеюсь, вы с ним сотрудничаете, и эта организация развивается. Ну, я передаю слово Горохову Гаврилу Гаврилевичу, главе муниципального района Ивино-Бытантайский национальный УЛУС. Так, добрый день. Добрый день, участники совещания. Степан Анатольевич, Степан Афанасьевич, Ольга Анатольевна. На связи первый заместитель главы Раиса Дмитриевна Старостина. Так, всего в нашем районе проживает 2845 человек, из них составляет эвены 53%. Наш УЛУС состоит из 3 наслегов. Это Тюгасильский наслег, где проживает 1877 человек. Нижнебытантайский наслег, здесь проживает 729 человек. И Верхнебытантайский наслег, всего проживают там 239 человек. Наш УЛУС является одним из уникальных арктических районов, где успешно занимаются сразу 3 направлениями сельского хозяйства. Это разведение чисто эвенской породы оленей, якутской породы скота и табунного коневодства. На сегодня вот поголовье оленей, если сравнить с прошлым годом, то у нас идет стабилизация. Район занимает 4-е место в Арктике по поголовью оленей, и сегодня у нас насчитывается 13 114 голов. Также вот наш самый брендовый вот якутский скот, это уникальное достояние не только района и республики, имеет стратегическое значение для Арктики. Она не примитивна и адаптирована в экстремальных условиях Арктики. Район также занимает 1-е место в республике по поголовью якутского скота. Всего насчитывается 790 голов. Также вот кабунное коневодство для арктических районов с пастбищными землями является стратегическим направлением сельского хозяйства и экономики, эффективным способом производства мяса. По поголовью лошадей район занимает 3-е место в Арктике. Наш УЛУС является самым изолированным районом арктической зоны. В связи со сложной транспортной схемой остро стоит проблема вопрос своевременного обеспечения северным завозом и регулярным пассажирским сообществом. Также во время вот распутицы с мая по ноябрь отсутствует наземное сообщение между населенными пунктами, что вот создает проблемы, конечно, работы с труднодоступными и отдаленными участками. Благодаря высокой рождаемости по итогам прошлого года наш район занимает 1-е место в республике по естественному приросту. На сегодня
в нашем районе работает очень активно ТОСы Тюльбе в 3 наслегах. Работа ведется круглогодично, и благодаря вот работам Тюльбе наше население, наша вот молодежь, общественные организации все вовлечены в общественные работы, и благодаря этой работе наш район стабилизируется, и все население принимает активное участие не только в наследственных улусных мероприятиях, но и в республиканских мероприятиях. В Улусе действуют официально зарегистрированные НКО, это Улусная КМНС Ибулден, Совет женщин Улуса Холомтан, общественная организация ЖОС. Также в Улусе функционируют общественные организации, это Совет отцов, Совет ветеранов, Совет молодежи, Союз пенсионеров, Союз молодых матерей АЛГ, землячество в городе Якутске, Совет студентов, общественное детское движение АСИКАТ. В данное время идет работа по регистрации этих общественных организаций. Но, как вы сами видите, наши общественные организации очень активно участвуют в республиканских мероприятиях, даже российских и на международных уровнях. Но сейчас, конечно, проблема с регистрацией вот этих общественных организаций. Поэтому с нашей стороны мы конкретно ставим такие актуальные вопросы, как вот именно оказание практической помощи при регистрации НКО, так как наши вот НКО очень много встречает барьеры и проблемы, конечно. Это первое. И второе, вот отдельно для арктических районов нужно организовать конкурсы и гранты, так как в целом по республике мы, конечно, с такими вот показателями не можем сравниться с центральными районами. Поэтому для вот арктических районов желательно бы отдельно быть конкурсы. И третье, вот нужно рассмотреть вопрос улучшения качества интернета и скорости. Именно это для нашего района очень острая проблема, так как наши вот НКО несколько раз хотели принять участие в конкурсах, и мы не смогли много раз именно вовремя загрузить наши проекты, заявки, и особенно мы встречаем проблемы при загрузке презентации. Поэтому вот наши предложения, вот хорошо было бы сделать форму заявки вордовский вариант. Если вот такой вариант был бы, мы бы заранее могли подготовить и оформить заявки. И вот последнее хотелось бы, и очень надеемся, в арктических районах открыть точки подключения к интернету с предусмотрением финансирования с республиканского бюджета. Это для НКО, и предусмотреть одного специалиста. Тогда было бы, конечно, очень отрадно и хорошо было бы, сразу бы улучшилась бы регистрация НКО арктических районов и повысилось бы участие в конкурсах и грантах. Вот наши вот конкретные предложения. И сейчас мы в Улусе разрабатываем такой большой проект и надеемся, что этот проект мы продвинем. Мы планируем в Улусе открыть этнокультурный центр «Юрта мира». Вот этот проект, по этому проекту мы сейчас очень тесно в контакте работаем и с правительством, и с министерством, ведомствами. Это у нас комплексный туристический проект «Юрта мира». В этом центре у нас будет работать такие направления, как вот контактные мастерские народных мастериц. Здесь будут заниматься шитьем, обработкой, изготовлением вручную
контактные мастерские народных мастериц, это резьба по дереву, кости, работа по металлу, мастерские вот, народных мастериц, также лекарственных трав, Верхоянских гор с презентацией брендового чая на основе дошедшего до наших дней напитка из местных трав, известного в народе под названием чая эвенского охотника-воина. Организация оленьих маршрутов в местности Тарын-Алы, далее организация исторических туров в местности Хобол, где есть в сохранности сооружения, предметы быта 18-17 веков. Организация исторических туров в местности, где есть уникальные наскальные рисунки и руны, а также легендарные места. Раиса Дмитриевна, спасибо большое. У нас регламент. Прошу прощения, мне всегда неудобно перебивать спикеров. Спасибо большое за ваш очень интересный рассказ. Раиса Дмитриевна, я думаю, что нам нужно прилетать к вам обязательно в следующем году, несмотря ни на что. По регистрации сразу вы свяжитесь, пожалуйста, со мной, и мы будем отрабатывать. Это абсолютно никакая не проблема. Мы можем наладить, как мы в других районах это сделали. И завтра в 16:00 Вячеслав Ядреев, юрист Единого ресурсного центра, специально выйдет на нашу платформу и расскажет про создание НКО, про создание ТОСов. Да, и ему можно конкретно вопросы, и мы берем на сопровождение те 3 НКО, которые вы планируете в ближайшем будущем создать. И сразу Центр юрта мира, я думаю, Жанна Александровна Котова себе записала и сейчас уже скажет, потому что она у нас коллекционирует культурные проекты. И есть некий запрос для продвижения таких проектов на уровне Российской Федерации. Прошу завтра этот проект подсветить на ярмарке социальных проектов, и тогда мы конкретные вопросы зададим. Спасибо огромное всем руководителям администрации арктических районов. Спасибо, что вы подключились. И медленный интернет, и где-то была пурга, и несмотря ни на что, и у нас коронавирус, мы сидим в масках, но мы все равно встретились, это здорово. Я с удовольствием приглашаю сейчас к нам в эфир Егорова Владимира Анатольевича, нашего стратегического партнера, генерального директора целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Добрый день, дорогие друзья. Значит, я очень рад, на самом деле, участвовать в этом мероприятии, поскольку я действительно чувствую, что нахожусь в таком сообществе единомышленников, которые решают вот те боли, те интересы, которые есть у людей. И вот я понимаю, что мы такой фонд, который связывает нас, наш вот некоммерческий сектор с государством, поскольку мы являемся таким фондом, учредителем которого является правительство, и мы работаем с бизнесом, и мы связываем вот эти сферы воедино для того, чтобы решить те проблемы, которые поодиночке мы решить не можем. И вот некоммерческий сектор действительно, я думаю, что очень правильная тенденция, что его развитие идет такая положительная динамика, потому что близость вот к тем самым проблемам у людей, у общества, да, у этих некоммерческих организаций, она позволяет более эффективно решать конкретные вопросы. Вот я предлагаю вот дальше по презентации, значит, смотрите, как действовать. Да? У меня есть там какая-то информативная часть. Я думаю, что, значит, эту информативную часть можно вот читать до, значит, перелистывая слайды, да, люди будут, вы воспримете всю информацию и остановиться просто на слайде номер 11, где я, собственно, тоже хочу изложить, да, некоторую часть. Вот. Ну и, да, просто дайте возможность людям посмотреть, что там написано, да, немного листая, да. Вот, и вот получается действительно вот эта вот наша сущность, да, фонда, такая интегрирующая, скажем, государство, некоммерческие организации, бизнес, вот она сама по природе присуща нашему фонду.
При этом, вот, когда закладывали, вообще говоря, значит, этот фонд, а он фонд, как вы видите, связан, как мы все знаем, связан с именами нашего первого президента страны Бориса Николаевича Ельцина, первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Когда в 90-е годы закладывались многие, на самом деле, смыслы нашего развития региона, да, республики. И вот смысл нашего фонда, он был такой, довольно такой глубокий, стратегический, забота о нашем будущем в такой максимально далекой перспективе. То есть мы должны были за средства компании «Алроса», когда у нас стали оставаться алмазы, решать такие стратегические вопросы, как формирование людей, формирование поколений, обладающих определенными качествами, которые позволят республике успешно развиваться. Вот. И вот эта задача, она такая достаточно сложная, глобальная, решалась различными методами на протяжении более четверти века и теми механизмами, которые выработаны были в то время. Да? И за это время, на самом деле, вот, можно сказать, такой багаж, капитал фонда, он значительно вырос. Я говорю не о финансовых, экономических возможностях, хотя и это тоже, потому что у нас пожертвования, как вы видите, уже из разных источников, не только «Алроса». Вот. Но вырос и наш капитал социальный, наш капитал интеллектуальный. Мы лучше стали понимать смыслы, возможности, механизмы. У нас нарастилась вот эта большая партнерская сеть взаимодействия, да, и мы во многом опираемся именно на наших партнеров. Мы не можем реализовывать самостоятельно те большие проекты, которые мы задумываем. Мы реализуем их во взаимодействии с нашими партнерами. При этом мы ищем партнеров во всех секторах, которые только возможны. Партнерство может быть совершенно разного рода. И вот я считаю, что это вот наш такой багаж, капитал, который мы нарастили и который мы сейчас, благодаря которому мы сейчас можем вот вернуться к тому смыслу, который был закладывался фондом, в таком более, скажем, содержательном, целостном плане. Вот. И действительно, на самом деле, вот как я сказал, мы, возможно, можно нас считать такой связкой между государством и некоммерческим сектором, бизнесом. Вот. И мы действительно решаем стратегические задачи развития нашей республики. А стратегической целью нашей республики, вы, наверное, знаете, да, какая основная цель зафиксирована просто в наших стратегических документах. Я думаю, мы уже должны были дойти вот до нашего слайда, в котором вот, ну, здесь различные проекты мы показываем. И здесь вот я благодарен очень, вот здесь проект «Единый ресурсный центр поддержки СОН и развития гражданских инициатив». Вот мы уделяем действительно большое внимание вот наращиванию наших партнерских связей, отношений. И вот здесь мы, вот этот проект, можно сказать, вышел из недр фонда. И, соответственно, вот мы в партнерстве силами вот Ольги Анатольевны, ее фонда, ее ресурсов партнерских, да, мы решаем вот эту большую задачу, на самом деле, да, которая у нас имеется вот в рамках этого проекта. Вот, пожалуйста, дальше. Вот, и вернемся к стратегии. Пожалуйста, следующий слайд. Получается, что главная наша задача, которую мы должны решать, вот вся наша республика, это вопрос человеческого капитала. Так? Мы должны получить человеческий капитал, значит, соответствующего качества, который мог бы действительно определить развитие республики во всех смыслах, и в экономическом, и духовном, и так далее. Да? Здесь вы видите миссию фонда, видение развития фонда. Да? Мы видим, что действительно фонд как финансовый инструмент должен эффективно вкладывать наши средства. И вот в чем заключается эффективность? Эффективность может быть здесь действительно и экономической, и эффективность в тех результатах, которые мы получаем в виде качеств, которые мы формируем у наших людей. Мы здесь фокус делаем на такой возраст молодой. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста, переключите.
Значит, здесь, видите, вот фокус тот, на который мы, вообще говоря, на сегодняшний момент считаем актуальным. То есть мы рассматриваем вот реализацию вот этих наших планов, наших смыслов через реализацию проектов. Проектов, которые идут таким системным образом через все вот это, весь вот этот наш, скажем, возраст становления человека. То есть возраст, связанный с детством, юношеством, да, и вот молодым возрастом, да. И здесь мы считаем, что вот сейчас для того, чтобы системно это все делать, мы имеем возможность заложить очень хороший фундамент, который будет действовать на многие годы. И здесь мы обращаем внимание именно на раннее детство. Потому что именно там происходит бурное развитие человека, и там наши воздействия окажут максимальный эффект. Максимальный эффект они окажут даже в чисто экономическом плане. Это доказано большими исследованиями, за которые даже были присуждены Нобелевские премии. Вот Джеймс Хэкман, его школа и многие другие его последователи уже провели многолетние исследования, которые доказали, что каждый рубль, вложенный именно в раннее детство, дает гораздо большую отдачу, чем вложенный в любой другой возраст. Соответственно, мы здесь должны заложить фундамент. И далее вот на этом фундаменте мы уже строим здания в рамках школьного возраста. Мы уже формируем у нашего молодого человека те необходимые качества, возможно, это различные компетентностные знания, личностные, да, и так далее. Здесь аспектов много, которые действительно мы считаем правильными, которые соответствуют современным тенденциям, соответствуют нашим представлениям о нашей республике. Вот. Здесь вы видите проекты, я, наверное, сейчас о них не буду рассказывать. Я думаю, что некоторые из них уже звучат, и некоторые еще прозвучат. И, соответственно, далее мы говорим о работе с молодежью. Да, мы сюда должны инвестировать. Но вот на самом деле, несмотря на все вот, на все, как говорится, большие возможности у нашего фонда, они на самом деле реально ограничены. Так? И здесь мы, конечно же, вот я еще раз повторю, что мы являемся значит, партнером, да, тем, который решает те вопросы, которые не могут решить другие. И здесь наш основной партнер, и даже, может быть, это мы его партнер, да, мы ему в помощь, в содействие, да, это государство. Государство, которое решает вот те проблемы, которые на самом деле, о которых я говорю, да, и оно решает его системно через свои решения, на самом деле, базовых проблем. Вот вы, уважаемые коллеги, находясь на местах, конечно, понимаете, да, очень приятно, что здесь присутствуют главы районов, да, которые несут ответственность за развитие вот своих территорий. Мы знаем с вами, да, уважаемые коллеги, мы с вами об этом говорили, есть множество базовых проблем. Не говоря, говорим мы, там, допустим, о инфраструктуре, о ремонтах, да. Я знаю, что в каком состоянии находятся вот наши объекты социальной инфраструктуры, именно вот в Арктике, например, да, в других наших районах. И задачей государства, я считаю, обеспечить базовые потребности, потому что не обеспечив базовые потребности, мы, наверное, с трудом будем выполнять такие вот более тонкие, более такие сложные вещи. Да? Конечно, мы все хотим такого хорошего, инновационного, современного развития на каждой территории нашей республики. Но вот не решены все еще базовые проблемы. И государство не имеет возможности все их решить одновременно. И поэтому должны существовать вот такие институты развития, такие как фонд, такие как некоммерческие другие организации, которые решают вопросы и болей, которые не может решить государство, и решают вопросы дальнейшего нашего развития, стратегического развития. И вот я считаю, что у нашего фонда есть все возможности для того, чтобы стать действительно таким действенным помощником государству в решении больших стратегических вопросов. И мы действуем в русле этой стратегии и выполняем свою функцию. Да?
И вот эта система, которую вот я сегодня вам излагаю, да, значит, я считаю, что вот этот целостный подход, который можно уже, как бы наступило время, его воплощать в жизнь. Вот я немножко не договорил про молодежь, да. Здесь я считаю вот то, что мы работаем с молодежью, да, понятно, наши ресурсы ограничены, и мы не можем вливать именно финансовые средства. Но вот, например, в рамках парка будущих поколений, да, мы задумываем замечательный проект, который направлен на молодежь, где мы вложим действительно и значительные средства финансовые. Но мы, я думаю, что имеем возможность вкладывать средства и не финансовые, а наши интеллектуальные, наши вот эти социальный капитал, да, в виде наших партнеров. Поэтому я считаю, вот наша такая идеология, она связана вот действительно с партнерством. Поэтому мне вот очень приятно действительно иметь вот такое большое количество партнеров, более 2000 некоммерческих организаций, которые действуют на территории нашей республики. Это все наши партнеры. Я думаю, что вот эти тенденции по увеличению роли некоммерческих организаций в нашей жизни, они должны привести к тому, что вот это все будет еще у нас расти, развиваться, и наши партнерские связи будут крепнуть, и мы будем работать еще более и вдохновенно, и успешно, эффективно. Большое спасибо за приглашение. Контакты есть на моем слайде следующем, да. Здесь есть и контакты общие, есть контакты мои личные. Я всегда открыт, готов сотрудничать, обсуждать и действовать. Поэтому спасибо за внимание. Приглашаю всех к сотрудничеству. Огромное спасибо, Владимир Анатольевич. Действительно, целевой фонд будущих поколений – это… Доклад закончен. Спасибо. 27-летний опыт некоммерческого сектора, и это действительно такой медиум-посредник между государством и обществом. И столько объектов социального значения в республике Саха-Якутия, сколько было построено благодаря целевому фонду будущих поколений, и столько проектов и программ, которые были реализованы. Это и мастер-классы, это программы поддержки образовательной, детства, молодежи, населения, культурные проекты и так далее. Я помню, когда привозили Карпова, когда привозили господина Садовничева сюда, когда привозили для детей Костю Дзю, Навку и так далее. То есть это действительно и вся социальная сфера является, мне кажется, и подсвечивается через деятельность целевого фонда будущих поколений. Я вас благодарю, Владимир Анатольевич, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и через нас мы тоже готовы присоединить ко всему большому этому партнерству 2247 некоммерческих организаций. Но мы со следующего года еще будем развивать и исследовать Тельбе. Нам надо подключать 1600 Тельбе в нашу активность. Спасибо. Я с удовольствием предоставляю слово мотиватора всего этого мероприятия. Когда к нам Жанна Котова прилетела 3 года назад, потом 2 года назад, год назад, она всегда говорила, что развитие в Югре, да, она была таким флагманом развития некоммерческого сектора именно в Югре, началось с гражданских выходных. Мы подхватили эту эстафету после Ханты-Мансийска и до сих пор ее несем. С удовольствием предоставляю слово Котовой Жанне Александровне, председателю Ассоциации специалистов в сфере социальных гражданских инициатив «Статус. Город Москва». С 4 утра у нас коллега сегодня работает. Здравствуйте, уважаемые участники гражданских выходных «Арктика», уважаемые коллеги, очень рада вас искренне всех видеть, слышать, и, конечно, самое главное, радоваться за вас, за то, что самое важное для экспертов всегда остается
когда ты отдаешь, вот Светлана Куприянова скажет, да, вот когда мы отдаем знания, свои компетенции, и когда это семя, которое ты сеешь, оно возрастает, да, и вы его поливаете благодаря ресурсному центру, фонду целевых будущих поколений, прошу прощения, вот, то, конечно, искренне радуешься, и поверьте, я вот улыбалась, прям вот слушала вас уже 1,5 часа и радуюсь за вас. Работы очень много, предстоит огромная работа. Я что хотела бы, наверное, сейчас, когда с нами главы присутствуют, да, отметить ключевые моменты, потому что буквально с 14 до 15 по вашему времени я буду более подробно рассказывать уже о возможностях дополнительных, да, что важно, как строится вот в мировую повестку, в региональные повестки, в федеральные нацпроекты, да, об этом мы поговорим с вами с 14 до 15:00. А сейчас я хотела бы, наверное, ключевые моменты только отметить. Во-первых, что нужно и важно. Пожалуйста, главы муниципальных районов, ну, у вас улусы, наслегов, да, главы наслегов, пожалуйста, обратите внимание в первую очередь, потому что вы видите, людям нужно помочь, некоммерческим, я и людям имею в виду, гражданским инициативам, помочь в части чего, да, и в том числе некоммерческим организациям, дать им социальный заказ, но я условно говорю, не в профессиональной вашей деятельности, да, как мы понимаем, социальный заказ с вами, вот, а в том, что непосредственно, скажем так, направить их в то или иное русло, где сейчас вы видите сверху, где есть этот запрос. Потому что вы, когда пишете те же письма поддержки, да, вы как раз и обозначаете, и мы тогда совместный вклад делаем из федерального бюджета, из регионального бюджета, из муниципального, из каких-то частных инвестиций, да, фондов, и в том числе плюс еще дополнительно, когда участвуют сами некоммерческие организации в каких-то институциональных, да, подают заявки на конкурсы. Поэтому, пожалуйста, вот в первую очередь, наверное, нужно, чтобы вы как раз вот так вот условно и направляли, да, что сейчас приоритетно. Потому что, ну, понятно, что идет инициатива, и ее не нужно гасить, но в то же время направлять – это наша с вами задача. Поэтому вот здесь, наверное, еще раз обращу внимание, пожалуйста, посмотрите в рамках наших национальных проектов, показателей, да, которыми вы отчитываетесь перед регионом, да, регион отчитывается перед федеральными структурами. Обратите внимание, на что направления идут. Да. О нацпроектах мы, как уже я говорила, поговорим чуть-чуть позже. Вот. Ну, что хотелось бы еще отметить. Безусловно, вы знаете, так приятно быть в Арктике. Вот сейчас мы находимся с коллегой в Туле, работаем, и в то же время ты в Арктике. Это чудесно, с одной стороны. Очень надеюсь, что получится и офлайн к вам приехать, но тем не менее, что хотелось бы отметить. Пожалуйста, не стесняйтесь. Рассказывайте о своих проектах, выходите на разные федеральные площадки, подключайтесь. Сейчас очень много разных форумов, конференций проводятся онлайн. И поэтому, скажем так, вот Ольга уже упомянула о том, что как раз проект был по юртам, да, действительно у нас будет проходить форум гражданский, да, в Югре, это 60-я параллель, уже 5-й, а вы как раз находитесь на этой 60-й параллели, и мы вас приглашаем, я полностью веду направление культура, нацпроект культура, и мы приглашаем вот проекты, присоединяйтесь, вы можете просто послушать, вы можете даже рассказать и сразу взять контакты, то есть сейчас для вас нетворкинг открыт для всей страны. И рассказывайте о себе, понимаете? Чем больше вы будете рассказывать, чем больше вы приобретете партнеров, даже вот я партнеров имею в виду, что вы просто общались и какую-то возможность, да, ту, которую можно применить именно на вашей территории, вы бы смогли ее внедрить. Потому что у нас проходит социальный Петербург, и в следующем году это будет уже 20-й форум, и вы можете в нем принять участие. У нас в ближайшее время будет, по-моему, в феврале месяце, будет форум в Москве проходить гражданских инициатив. Очень много, как я вам говорила, вот в Великом Новгороде
прошу прощения, в Псковской области 3 декабря будет. Буквально вот завтра будет в Великом Новгороде проходить форум гражданский. И сейчас они все самое удобно, они в онлайн проходят, понимаете? И вы можете в этом принимать участие. Не стесняйтесь. Наверное, придется, конечно, здесь ресурсному центру тоже постараться. И в части того, чтобы как раз сделать вот эту подборку по форумам, где проходят, да, и заявляйтесь на эти площадки. Не стесняйтесь, рассказывайте о себе, делайте в Инстаграм, если есть, пусть рассказывают, не стесняются в социальных сетях, да, видео какие-то небольшие, маленькие, минутные снимают, поэтому говорите о себе. Искренне вас благодарю за то, что вы искренне развиваете, любите свою Арктику, нашу Арктику, ну а мы, как эксперты и лично от себя, конечно, я продолжу с большой огромной любовью помогать, содействовать вашим инициативам, развитию в целом Арктики и страны, успешной нашей страны. Вот, поэтому я желаю хорошей работы нам, плодотворной, и, безусловно, ждем завтра проекты дополнительно. Не бойтесь, наоборот, наша цель направлена на то, чтобы мы вам помогли, посодействовали и оперативно даже соединили с теми или иными контактами, которые будут вам полезны. Спасибо большое. Спасибо большое, Жанна. Очень приятно встречать друзей виртуально, онлайн. Жалко, что не офлайн, но я думаю, что вы обязательно к нам приедете, мы вас ждем, и мы еще полетим с вами в Арктику, проводить форумы там. И как продолжение выступления Жанны Котовой, 28 ноября будет Общероссийский гражданский форум 2020 года. И вы уже можете подать заявку, присоединиться к эфиру, тогда мы сделаем рассылку по электронной почте, да, с возможностью подключения и возможностью зарегистрироваться по всем кураторам некоммерческих организаций, с кем мы взаимодействуем в арктических районах. Да? Мы сразу же выполняем те поручения, которые нам дают эксперты из Москвы. Сейчас я с удовольствием приглашаю к выступлению общественного представителя проектного офиса развития Арктики «Пора» в Якутии Шишигину Анну Николаевну. У вас звук выключен. Сейчас включен, по-моему, да? Слышно? Да, теперь слышно, Анна. Ага. Добрый день. Я представляю Арктический научно-исследовательский центр АНИЦ на общественных началах проектного офиса развития Арктики «Пора», о котором вы, возможно, слышали. В прошлом году «Пора» активно по всей России собирали идеи. «Арктика 2035», так проект назывался, по поручению Миндаль Востока и Арктики. Собирали предложения и идеи в арктических регионах страны для стратегии развития арктической зоны Российской Федерации, которая была принята вот в октябре этого года. Более всего предложений, кстати, поступило от нашей республики. Это 20% от всего 656 идей и предложений в части вопросов здравоохранения, туризма и инфраструктуры. Это те вопросы, которые более всего беспокоят наших жителей. И в стратегии эти вопросы, кстати, были обозначены, если вы заметили, например, то, о чем республика постоянно, ну, не то, что там говорит, а постоянно и громко, это вопрос о разработке стандартов оказания на Крайнем Севере, медицинской помощи по отдельным заболеваниям и отдельных нормативов численности медицинских работников. Вообще, экспертный центр «Пора», проектный офис, не центр, как написано в программе, создан для поддержки проектов развития арктической зоны Российской Федерации. И деятельность «Пора» связана с социальными, экономическими и экологическими проектами. Можно листать вообще слайды, да, периодически, потому что они, ну, то, что я буду говорить, не совсем связано в помощь, как бы вам посмотреть, да, можно дальше листать. Экологическими аспектами жизнедеятельности человека на севере нашей большой страны. И «Пора» реализует программы по всей территории Арктики, распространяет информацию об Арктике среди широкой аудитории. Проекты экспертного центра «Пора» включаются в деятельность как в рамках постоянных программ, так и реализация отдельных проектов. Следующие слайды можно все время листать. Да. Следующий слайд – полярный индекс.
информационный портал «Арктическая диета», «Нетская письменность», «Арктика 2035», «Сохраним белого медведя». Дальше слайды. Будьте добры, без напоминания. Листайте «Пора в Арктику», «Экспертный совет «Пора». Эти все проекты, вот, которые вы видите на слайдах. И важное направление – это развитие экологического туризма в особо охраняемых природных территориях Арктики и разработка проектов по охране редких и исчезающих видов животных и растений Арктики. Также офис организует и проводит научно-практические учебно-методические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы и так далее. Так, руководитель нашего экспертного сообщества Александр Михайлович Воротников, многие, я думаю, уверенно с ним уже знакомы, непременный участник, соорганизатор Северного форума устойчивого развития, стратегических сессий и других встреч по развитию арктических территорий. Кроме того, ПАРА предоставляет информационную и грантовую поддержку организациям и учреждениям, осуществляющим свою деятельность в области арктических исследований и сопряженных видов деятельности. И гранты ПАРА по развитию Арктики предоставляются на конкурсной основе по следующим темам. Это сбережение природы и экологии среды обитания человека, развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера как экономическая основа арктических сообществ, вклад новых информационных технологий в социальную и экономическую сферу развития Арктики, инновационные разработки, облегчающие жизнь и работу человека в суровых климатических условиях, здоровый образ жизни, новые медицинские технологии как средство сохранения и примножения человеческого капитала, охрана редких исчезающих видов животных в контексте сохранения биоресурсов и развития экологического туризма. Но гранты, надо сказать, небольшие, потому что, насколько на сегодня ресурсы позволяют, форма заявки и подробности можно ознакомиться на сайте paraarctic.ru. Чуть позже, вот один из наших ресурсов появился GoArctic, это «Жизнь и работать в Арктике». В 2020 году предусмотрены гранты в размере 50 тысяч рублей для индивидуальных участников, то есть физических лиц, и 100 тысяч рублей для организаций. Генеральный директор, наш проектный офис развития Арктики возглавляет Александр Иванович Стоцкий, и заявка пишется на его имя. Она достаточно простая, но, на мой взгляд, просто проще некуда. Там описывается цель, задачи проекта, предлагаемые методы, подходы, подробный план по проекту. И в целом же направление деятельности центра многогранное, обширное и связано с социальными, экономическими, как я уже сказала выше, экологическими аспектами жизнедеятельности человека на севере нашей Родины. Поэтому, если что, обращайтесь к нашему сайту, обращайтесь ко мне, как общественному представителю в Якутии. Все, на сегодня все. Спасибо за внимание. Я уложилась в рекламе 5 минут, надеюсь. Огромное спасибо, во-первых, за то, что вы предоставили очень полезную информацию для наших арктических районов и за тайм-менеджмент ваш. Нам тоже нужно этому учиться. Да, я действительно хочу отметить, что экология, да, биологическое разнообразие в Арктике, оно уникально, Арктика ранима. И не только природа, но и люди, я бы хотела сказать. И я в прошлом была экологом в течение 15 лет, очень хорошо понимаю экологические проекты, очень хорошо знаю НКО, и сегодня вручали в Булунский район, да, господину Гукову грамоту. Это человек, который возглавлял Усть-Ленский заповедник федерального значения, один из самых больших. Я преклоняюсь перед людьми, которые охраняют природу, да, наших стерхов, белых медведей и так далее. Я абсолютно верю, что проектная деятельность, партнерство и сотрудничество, а в том числе вот ВВФ, который в Приморском крае присутствует, да, офис, да, и присутствует по всей стране и миру, это действительно возможно и реально спасти животное, помочь сохранить, помочь развивать особо охраняемую территорию. И здорово будет, если некоммерческие организации активно включатся в эту работу. Спасибо, Анна. Я очень надеюсь на наши взаимоотношения. Я немножко добавлю, да, чтобы не было такого мнения, не оставалось о том, что только экологические проекты. На самом деле, вот меня очень заинтересовали проекты Ивано-Бытантайского района, вот контактные мастерские народных мастериц. По сути, на самом деле, для раскрутки каких-то отдельных вот проектов в этой части тоже можно подать заявки. Если нужно будет, обращайтесь, мы поможем. Спасибо. И у нас разноплановое образование, культура.
будет ярмарка проектов по вузам. Мы вас приглашаем, Анна, если у вас будет время, или у ваших коллег, приходите, посмотрите, потому что это не только НКО, и школы, и культурные центры, образовательное, здравоохранение и так далее, молодежные проекты будут представлены, и мы можем совместно дать некие комментарии и посоветовать, каким образом можно развить проект. Я с удовольствием предоставлю слово нашей гости, которая у нас единственная сегодня офлайн, Светлана Баженова, автономная некоммерческая организация о развитии. Это ресурсный центр Дальнего Востока, и вся моя команда, и я в том числе, прокачиваюсь на вебинарах, тренингах и семинарах этого центра. Прошу любить и жаловать, вам слово. Спасибо. Я, конечно, с большой радостью приняла предложение принять участие в этом мероприятии. Я приехала сюда, в Якутск, ну, на самом деле я уже переболела ковидом, поэтому мне не страшно путешествовать. Вот, не страшно путешествовать. Вот. Я на самом деле с большим воодушевлением включилась в этот проект еще тогда, когда мне Ольга Анатольевна только рассказала об идее этого проекта, потому что мы, правда, работаем со всем Дальним Востоком, и арктические территории, и они же тянутся прям до Чукотки. И проблемы, которые волнуют жителей маленьких поселков Якутии, они точно такие же, как в маленьких поселках Чукотки или Камчатки, или Магадана, или в Бурятии. А у нас везде есть малые территории, которые оторваны от центра, куда трудно доехать, где плохая связь, где плохой интернет. Но это совершенно не значит, что люди там должны выживать. Мы все вместе можем сделать так, чтобы люди там жили. Жили интересно, жили насыщенной жизнью, и как раз некоммерческие организации могут в этом очень хорошо помочь. Ну вот я смотрю, значит, вот совсем немного мы смогли прикоснуться к тому, что у вас делается, да? Главы рассказали о том, как они помогают развиваться проектам, как они беспокоятся о том, чтобы некоммерческие организации могли участвовать в конкурсах, какие инициативы они поддерживают, как привлекают бизнес. Это здорово. Потому что мы на протяжении ряда лет работаем над тем, чтобы найти, привлечь и привить на Дальнем Востоке разные интересные технологии развития местных сообществ. Вот вы, например, рассказываете про юрту, а у меня сразу же появляется идея. Юрту нужно не только сделать культурным центром, ее нужно сделать соседским центром на территории, чтобы туда не только, чтобы это было место не только для туристов, а чтобы это место было для всех, для жителей, чтобы жители туда приходили, чтобы люди знали, куда они могут прийти, с кем они могут поговорить про свою идею или про свой проект, как они могут это сделать вместе. Пусть это будет какая-нибудь маленькая инициатива, а просто какой-то человек захочет кого-то чему-то научить, может быть, передать какое-то свое ремесло детям или рассказать о каком-то своем интересном рецепте семейном. Да, и вот это гражданские инициативы. И вот нам вот про это нужно думать, как помочь людям, правда, жить интересной жизнью и насыщенной жизнью, даже несмотря на то, что интернет к вам пока еще не дошел. Дойдет, это все будет, и нам нужно к этому готовиться. У меня завтра будет вебинар, мастер-класс, я буду рассказывать о фондах местных сообществ. Это еще одна интересная технология, и мы вчера уже с Ольгой Анатольевной говорили о том, что вот то, что вы делаете у себя, вот те ячейки, которые у вас появляются, те маленькие активности, которые появляются, их можно дополнительно развивать, не только рассчитывая на внешний ресурс, например, там гранты главы или президентские гранты или субсидии какие-то региональные дополнительные, а в том числе собирая ресурсы на месте. Потому что, вот, знаете, это удивительная история, что чем больше оторвана территория от центра, тем активнее там люди начинают свою жизнь устраивать сами, не надеясь на внешнюю помощь и поддержку.
А как раз фонды местных сообществ могут этому поспособствовать. И я надеюсь, что то, что я вам расскажу, мы потом сможем воплотить в нескольких территориях в Арктике, так это точно. И я очень надеюсь, что у вас будет достаточно плодотворное общение со всеми экспертами. Не пренебрегайте этой возможностью, потому что, с одной стороны, пандемия – это плохо, и мы все сидим дома, а с другой стороны, это благо, потому что мы, правда, сильно расширили границы своего общения. Спасибо большое, Светлана. Я сегодня, наверное, уже буду подводить итог. Благодарю всех, кто принял участие. И в 2 словах о нашей программе. Сегодня после обеда в 2 часа Жанна Котова. Поговорим об участии НКО в реализации национальных проектов. В 3 часа по якутскому времени Вера Барова, исполнительный директор благотворительного фонда развития города Тюмени, координатор Уральской сети ресурсных центров. В 16:00 по созданию муниципальных ресурсных центров Татьяна Сейфи, руководитель Хабаровской региональной общественной организации Центр общественных инициатив ЛАД, Хабаровск, Хабаровский край. И завтра утром в 10 утра начинает Светлана Баженова говорить о развитии фондов местных сообществ, наших Тёльбе. И после этого мы приступаем к ярмарке социальных проектов. Мы ждем ваши проекты, не переживайте, готовьтесь, отправляйте заранее свои презентации, мы сделаем буклет, все это выйдет, у нас будет на нашем портале, материалы будут записаны, отправлены в каждый район на флешках. Кроме того, мы отправим наши методические материалы в виде конструктора некоммерческих организаций. Надеюсь, что вы наши контакты все найдете, знаете уже. Я желаю продолжения гражданских инициатив. Благодарю за партнерство, за участие, за дружбу. Всем здоровья, мира, добра, красоты. Спасибо. Да, я хочу добавить, что Вера Барова, она руководит фондом, который работает по модели фондов местных сообществ. Это фонд номер 2, который был зарегистрирован в России. Он вторым был зарегистрирован в России. Вот. А Татьяна Булатовна Сейфи, которая сегодня будет рассказывать о межмуниципальных ресурсных центрах, она еще экспертом является в нашем проекте, и мы такую сеть у себя развиваем в Приморском крае. Вот. И это, правда, очень ценный опыт и очень интересный опыт. И я прям радуюсь, что такие прекрасные эксперты сегодня для вас будут работать. Спасибо, друзья. Будем завершать. Если у вас есть мнения, комментарии, вы можете в чате написать. И до новых встреч завтра по этой же ссылке мы заходим. Спасибо, друзья и коллеги.